Если рано утром на улице минус 15, а спустя несколько часов ты попадаешь в те же 15, только со знаком плюс, значит, это история про первую зимнюю экспедицию проекта «Горная Абхазия. Времена года». Уставшие, сонные, соскучившиеся по благам цивилизации, но такие довольные. Вертолет команды «Горной Абхазии» ближе к полудню понедельника приземлился в международном аэропорту Сухум имени Владислава Ардзинба. Участники экспедиции выгрузили десятки сумок, экспедиционное снаряжение. Но самое главное, что привезла команда Тенгиза Тарба – знания, эмоции и, конечно, фото и видеоматериалы. Ну, мои новые эмоции, наверное, новые ощущения – это когда мы от нашего базового лагеря в районе Верхней Аватхарской поляны на 4 человек начали подъем к озеру Мзы, и дальше через 3 дня погода просто испортилась, и мы вышли к хребту Ацетук. Это вот была такая одна из наших задач. И мой новый опыт – это то, что в альпийской зоне пропадает рельеф местности, ты его не видишь. И вот впереди идущий тебя, например, твой напарник, он начинает как бы этот рельеф рисовать. Помимо открытий в мире горном, главной целью проекта остается еще и открытие Горной Абхазии как уникальной туристической зимней базы. Если мы начинаем предлагать что-то миру, предположим, вот сейчас одна из задач проекта «Горная Абхазия. Времена года» – это предложить зимний туризм в Абхазии. Мы должны становиться экспертами в этой области. У нас должны быть люди, которые все знают об этом, знают все нюансы и знают, с чем может столкнуться турист, который решил подняться в горы Абхазии зимой. В команде «Горной Абхазии» всего одна девушка – Мария Дягилева, соавтор проекта, оператор и фотограф. Я была на этой поляне на Аутхарской осенью, когда с Тенгизом ездили снимать ролик о проекте «Горная Абхазия», и видела ее совершенно по-другому. Без снега, соответственно, иные краски, пейзажи. И было очень интересно вернуться туда, как уже, когда домой уже прилетаешь и смотришь на все другими глазами. В горах не только пейзажи. Вот и наши герои столкнулись с проблемами высоких мест. Однажды утром лагерь проснулся, а их импровизированный холодильник был практически пуст. Андрей с утра проснулся, очень долго мы вылезали из холодной палатки и слышу, в общем, расстроенный крик Рики, что нас съели всю еду. И я почему-то сразу же поверил. Мясо съели, они всю я даже вообще не сомневался. А там было пусто на полках. Вышли, смотрели, да, у нас мы выкопали холодильник, в этом холодильнике все пакеты порваны, мясо разбросано, сало разбросано, масло разбросано, мяса и колбасы нет. То есть у нас в итоге мы не досчитались 2 полные палки колбасы сырокопченой, 1 палку наполовину сгрызли, 8 килограмм мяса унесли, мы так... Несколько штук сала. В общем, мы стали в этот момент вегетарианцами. Без поддержки самых разных сторон все это было бы совершенно невозможно. Тенгиз Тарба благодарит президента республики Рауля Хаджимба и первого оператора мобильной связи в Абхазии «Аквафон». Я хочу поблагодарить президента Абхазии, который поддержал наш проект и оказывает всестороннюю поддержку проекту. Отдельно большая благодарность нашим друзьям из компании «Аквафон», которые всегда вместе с нами, они нас провожают, встречают. Так что огромное спасибо нашему генеральному спонсору, компании «Аквафон». Компания «Аквафон» себе не изменяет, продолжает добрые традиции, поддерживая самые яркие, интересные и важные проекты для Абхазии. Компания «Аквафон» не только в данном случае, вообще уже так принято, что мы поддерживаем самые громкие патриотические проекты и сами их инициируем. Сейчас ребята, организаторы и инициатор проекта, очень ответственно подошли, то есть, глядя на них, понимая, что нет ничего невозможного. Главное, правильно и хорошо подготовиться. Мы уверены, что принесет плоды не только в популяризации вообще просто Абхазии как красивого места, но это будет таким своеобразным импульсом, толчком для начала разработки горных маршрутов.
Есть устойчивое выражение «море эмоций», но ребята из Горной Абхазии знают, что такое настоящие горы эмоций. Команда Тенгиза Тарба спустилась из гор раньше предполагаемого срока. Виной тому непогода. Прогноз метеоролога Горной Абхазии предвещал резкое похолодание, и участники экспедиции решили не рисковать. Впереди у них 5 дней на подготовку к новому походу. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.